Сегодня у нас 25 августа 2016 года. Мы находимся в автобусе Ува-Кельмесь, Удмуртская, с Дмитрием Овчинниковым. Ижевск-Кельмесь, который почему-то отправляется из Увы. И мы едем в блок-тур на станцию Кельмесь. Посмотреть, что там вообще осталось от станции. Мы едем на то место, где была станция Кельмесь. А что там будет, вот Увидим. Время покажет. Помимо того, мы собираемся пройти пешком железнодорожную линию Кельмесь. Куда? Это Кельмесь? Участок. Да. Кельмесь, Сюрек, Ува. Планируем пройти. Хотя бы Кельмесь, Вавош. Хотя бы, да. Там уже как получится. У нас был классный автобус, сейчас мы ехали. Там было чисто и прилично. Но нас пересадили в Уве почему-то на какой-то другой. Стрёмный, грязный, пыльный, обычный, автобус. Будем надеяться, что хотя бы людей здесь будет не полное количество мест. Да. Сколько сейчас времени? 16:50. 16:50. Выехали мы в 3 ровно. Ну, то есть уже больше 1,5 часов едем. Да, прибытие ожидается 18:35. Но фактически, я думаю, мы приедем чуть-чуть пораньше. А вот... Хотя, знаешь, кто ж его знает? Вот из этой стоянки в Уве все может поменяться, да. Еще, может быть, сейчас будет заезд в Сюмси, в какие-нибудь. Да. Вот в Вавош недавно ездил и тоже надеялся, что 17:10 отправление, или там 17:00, по-моему, отправление было. Прибытие типа 18:40. И я вот надеялся, что прибытие это будет по факту вообще там 18 с небольшим. А в реальности даже опоздали. Такое тоже может быть. А мне как правильнее смотреть, в объектив или просто... Или просто так говорить. Вот, кстати, вот здесь вот эти полочки, вот с ними хорошо. Думаешь, наши нет, но туда? Вообще в целом с ними хорошо. Когда ездишь с музыкальными инструментами, то туда можно засунуть инструменты. Обычно мало кто пользуется этими полками. Думается мне, когда-то здесь даже кондиционер был. Видишь, залеплен. Ну, скорее всего, этот автобус оказался в Уве уже после того, как тут вообще тут лампочки даже нету. Блин, но обидно, что я-то помылся прямо перед выходом из дома. Я тоже. Хотя помыться впрок невозможно. То есть поесть можно впрок, поспать можно впрок. И то это спорно, но помыться невозможно. Потому что помылся ты полностью или вообще нисколько. Через полдня дороги в этих автобусах. Уже все. Это все исходит на нет. Таким образом, согласно расписанию, нам остается чуть более 1,5 часов езды до точки. Там же мы сегодня и обустроимся. Наконец-то мы прибыли в Кельмесь. И теперь надо найти вообще эту железную дорогу. По-моему, она где-то там. Вот что-то мне подсказывает, что она где-то там. Наверное, Яндекс.Карты, который ты смотрел перед выходом. Нет? Не смотрел? Смотрел, но все забыл. То есть Кельмесь-то он такой весь квадратненький. Слушай, вода. Вот мы сейчас ее попробуем набрать себе воды. Я смотрел от этой, с позволения сказать, автостанции 1,5 километра до станции железнодорожной. А вот в какую сторону? Куда мы идем? Ну, вроде бы. Хотя, кстати... Ну, тут Кельмесь квадратный, мы кстати пойдем. Что-то чувствую я, что это... Есть же. Работаем. Набор воды.
Хм. Ну, полностью ее, наверное, не надуть уже. Ох ты, можно еще и руки помыть после этого дурацкого автобуса. Нормальный такой, блин, поток-то. Я еле удержу. Как оно на вкус? Нормально, вода. Мы находимся на узкоколейной станции, бывшей, во все той же Кельмезе, и нашли останки железнодорожного полотна. Колеи, сколько тут, 750, наверное, миллиметров? Ну, надо позмерить. Возможно. Это получается раз, два, 2,5 ноги. А нога около 30 сантиметров, да? 750. Вот. Но тут, в принципе, и должно быть 750, потому что 1000 у нас была только на Увинско-Узгинской линии. На Постольской линии 1000 было. Там у нас непосредственно станция. Бывшая, ну как, станция широкой колеи. Там Вернее, останки, да. Население Кельмези составляет 2500 человек. Довольно крупный населенный пункт находится в запустении. Вместе с железной дорогой в упадок пришло и само село. Транспортное сообщение с городом развито слабо, леспромхоза больше нет. Прямо напротив станции располагается заброшенная школа. Мы посетили легендарный мост с 10 рельсовыми плетями, посередине которого лежит путь Кельмезской узкоколейной железной дороги, уничтоженной в 1998 году. Но нет худа без добра. Мы видели много детей. Кто-то плещется в речке, кто-то катается на велосипеде, бегает, а совсем маленькие еще даже не умеют говорить. Будущее за этими людьми. Остается верить и надеяться, что они смогут помочь развитию своей малой родины. Мы находимся близ станции Кельмесь. По крайней мере, Мы уже надеемся, подходим. что мы находимся близ нее. Такой туалет, что ли? Там так на горке. А может быть это какое-то здание стрелочника бывшее, техническое. Вот это, кстати говоря, габаритные ворота. Значит, там был путь, Да было, получается? вот это вот, видишь, здание без окон, это уже что-то у станции. Ну, я даже в этом здании был. По-моему, это и есть станция. Вот она, станция Кельмесь. Все, что от нее осталось. Пассажирская платформа, с которой еще 20 лет назад. Каких-то 20 лет назад. А ведь как вчера Как вчера, да. отправлялись 18-вагонные поезда пассажирские. Мне кажется, 6 от силы. Я, между прочим, общался с машинистом, который возил, Пассажиров. да, Кельмесь. Говорит, 18 было Я посмотрю, в работает лучшие КПК. времена. Да. Вот. Значит, что мы имеем? Один путь у платформы. Там их два. Все это заброшено. И еще один подъездной к леспромхозу. Кстати говоря, может быть даже леспромхоз-то это, который здесь. И есть у меня теория, что этот подъездной путь, который вы видите, ведет в Кировскую область. Потому что там есть какие-то непонятные постройки. Возможно, мы сейчас туда сходим. А может даже и нет. Внешний вид полностью соответствует станции, где находится данный магаз. Он пытается улететь. Сейчас я его макро сниму. О, смотри-ка, приспособился, хочет найти место, где Укусить. укусить меня в ноготь.
Ублюдок. Я сейчас его утоплю. Офигеть, он выплыл прямо из-под воды. Выплыл, взлетел и улетел. Вот это да. Это магия Кировской области, потому Почему? что мы сейчас здесь. Почему прикольно бы остаться у реки? Потому что ведь река это вода. А вода это считай, что жизнь. Источник сил. Источник вообще силы. И можно, например, искупаться. Дима ищет место для вписки. С видом на Кельмесь. Ну, комары вообще то есть их очень много. Кстати, фактически время сейчас только 5 утра. 100 пудов, я даже понял, на что ты намекаешь. Показываю, что у нас все собрано. Почти что. Готовимся к выходу. Утренняя трапеза. Чаек, вафельки, паштет. Я почему не люблю большие кружки, подобные твоей? Потому что они такие большие, что полностью их редко набираешь. Можно не рассчитать. Ну нет, то есть как бы я эстет. И для меня важно, чтобы кружка была наполнена полностью. Поэтому я предпочитаю мелкую, но чтобы она всегда была полной. А вот тебе полной не очень досталось. Вот сегодня утром мы встречаем на великой русской реке Кельмесь. Времени сейчас 6 утра по-удмуртски, но на самом деле у нас 5 утра, потому что мы на территории Кировской области. И вот мы сейчас выпьем чаю и пойдем, надеюсь, уже по железной дороге. Ночью был прикольный инцидент, ну точнее он был не очень прикольный в момент его происхождения. По реке проплывала какая-то очень-очень тихая лодка и освещали все берега очень крупным прожектором по кругу. И, зачем они это делали, было непонятно. Но мы на всякий случай спрятались. Вот. Я спал часа 2 или 3 за сегодняшнюю ночь. Я и того меньше. Но не из-за этого, а просто так. Пока все. Мы покинули место вписки. И вновь зашли в Удмуртию, кстати. А здесь, да, вот прямо здесь граница на этом пляже. Граница, да, на пляже. То есть вот рука, слева от нее область Кировская, справа Удмуртия получается. Граница идет так, наискосок. Мы находимся на перегоне, с позволения сказать, Кельмесь-Сюрек, на участке Кельмесь-142 километр. И это дерево находится тоже вот на этом перегоне и сигнализирует нам о том, что здесь уже давно не было никакого движения. Но мы это и так, собственно, знаем. А сейчас мы, похоже, уже выходим из населенного пункта. И дальше нас ждет вот одище какое-то, потому что как мы сквозь это будем пробираться, непонятно. Там вообще все заросло. А тропинка есть, однако. Ну, ты мог бы этого не говорить на камеру, и мы бы выглядели героями. Я вырежу. Мне кажется, это километр эдак 145. 144. Где-то, кстати, параллельно нам сейчас идет автодорога. Я вот отсюда пока еще не вижу никаких поворотов. Ну там то, что лес впереди. Лес загораживает.
Да, мы продолжаем движение. В данный момент находимся примерно на 144-м. Кстати, километровых значков вообще нету. Я видел лишь один пикет. Я видел два, но это пикеты были просто. Да. А километровых знаков не было. Подошли к населенному пункту Полянка. Нифига не населенному. Условно население данного пункта составляет 0 человек. А представляет он из себя некие склады, Просто какое-то сельхозпредприятие. где что-то Если вообще сельхоз. есть интересное. А вот смотри, тут как-то шпалы так раскинуты. А это, очевидно, остановочный пункт Полянка. 142 километр. А, ну да, 142 километр. Не исключено. Насыпь, да. Это трубы типа того, чтобы зерно молоть. В Полянке мы обнаружили подъездной путь, примыкающий к перегону, бывшему перегону Кельмесь-Сюрек. Как вы видите, стрелочный перевод находится чуть дальше. Здесь у нас стрелка сбрасывающая, но ее не видно. Первый километровый столб вашему вниманию. Ну, пока мы шли с Кельмези. Первый, который нам попался, да. Вообще абсолютно следов нет. Это, наверное, есть 142-141. Наверное, да. Продолжаем движение по линии. Участок выглядит не менее удручающе. 142 километр Сюрек. Все те же густые заросли, отсутствие наката. Ну и да, общая безысходность. Обнаружили. Ну что, перегон-то фейковый. То есть, Ну то есть вы сами все видите. сюда уже ничего не может проехать. Никакая, ни дрезина, ничего. При всем желании. Рельса просто сама по себе. А Вот просто жду не дождусь путепровода. И, кстати, единственного на линии. Идем мы уже довольно долго, но путепровода все не видать. Давайте покажем на карте, где мы. Хуй знает на самом деле. Где-то тут. Да, вот мы видим Сюрек. Значит, Вот мы, похоже, идем вот вдоль как раз трассы Игра-Казань. по всей видимости, да. То есть нужен поворот направо какой-то такой. Так. Да, вот направо, и после поворота направо... Затяжной поворот направо. Затяжной, да, и будет надежда какая-то сможет появиться у нас. Хотя мы только что повернули направо. После 2,5, почти 3 часов, хотелось сказать езды, но ходьбы, мы наконец-то обнаружили путепровод близ станции Сюрек. Шикарнейшие виды с путепровода. Мы видим железную дорогу, деревню как-то Мукикакси, да? Наверное, это уже они, да. Такое удмуртское название. Да, и все, произносится как-нибудь Мукикакси. Что-нибудь такое. Вот, а Сюрек у нас направо. Линия, по которой мы идем, перед вами. Как же неохота-то снова на нее спускаться? Там, что ли, пойти сразу в Сюрек? Надо добить. Так, мы находимся на станции Сюрек. Ну, мы, по-моему, еще не на ней. Или уже на ней? Уже Как на это у ней. вас принято считать? Просто здесь нет входного светофора и выходного тоже. Короче, Здесь чем вообще нет сигнализации, ближе но... к Сюреку, тем лучше накат. Здесь уже появляется какой-то накат. Да, накат Видимо, появился. Ездят до знака 135 километр какие-то вагоны. Он за Просто, поворотом. очевидно, эти знаки, эти вагоны просто осаживают, чтобы они тут, ну, постояли. Да, здесь есть также подъездной путь, но накат на нем
полностью отсутствует. Мы миновали станцию Сюрек и вышли на перегон Сюрек-Какмош. Станции Пижил и Инга разобраны. Инга. Что же до станции Сюрек, то мы можем видеть, что она по сути обслуживает лесопилку, леспромхоз. Как вы видите, погрузка активно производится в полувагоны. Леса много. Там еще один стоит вагон, его не видно отсюда. Возможно, там также есть подвижной состав. Ну а мы идем дальше, соответственно, в сторону района Вовожского, но пока что в Семсинском. Очень, кстати говоря, красивое место и живописное. Кривая на фоне деревни. А нас также сопровождает Тузик. Он привязался к Диме. В Сюреке мы были так озадачены осмотром станции и поиском продовольственного магазина, что так и не включили видеокамеру для записи видео. Давайте обратимся к фотографиям. Прежде всего, стоит обратить внимание на стрелочные переводы, а точнее на освещаемые стрелочные указатели. При переводе стрелки на боковой путь днем видна широкая сторона указателя, а ночью желтый огонь. Из служебного помещения за нами наблюдал путеец, или же один из работников станции. Необщительность вышла нам боком. Мы так и не заговорили с тем человеком в оранжевой жилетке. Сюрекский вокзал, кстати, закрыт. Из 3 путей станции используются 2, а также подъездной путь непосредственно к леспромхозу. У вокзала находятся 2 магазина, в которых мы приобрели мороженое и хлеб. Забавно, что через неделю после окончания похода хлеб Дима так и не выкинул. Станция Сюрек нами покинута. Перед вами река. Продолжаем движение в сторону Пижила. Это бывший разъезд. До него нам пилить еще километров 12. То есть 3 часа ходу. Плюс к этому нужно добавить время, которое мы затратим на привал. К 3 часам дня мы подходим к остановочному пункту Пижил, бывшему разъезду. Мы туда уже, наверное, к 4, потому что сейчас уже 3 часа 11 минут. А вот 125 километр, как раз о чем мы только что говорили. 125, 124. А как мы условимся считать? Большего или меньшего? По ходу движения 125. А вот, впереди мы уже наблюдаем нечто похожее на населенный пункт. Ну, наблюдаю я с моим увеличением. Ну, я тут тоже вижу фонари. Да, Дима тоже видит. Посмотрим, как нас встретит Пижил. Кстати говоря, это Семсинский или Вовожский район? То есть все равно предлагаешь выйти из Пижила. Ну или давай возьмем что-нибудь каких-нибудь плюшечек сладких, чтобы просто идти и Чилить. чилить, да, не отрываясь от тяжелой работы по исследованию железной дороги. Ну, мы были только что в Пижиле. Пижил себя изжил. Так, железнодорожная точка. Там что-то никакого вообще следа не осталось от разъезда или просто от остановочного пункта, который там 20 лет назад был. Ничего там не было. Но мы там купили печенье в магазине и сейчас надеемся где-нибудь остановиться и сварить чайку. Но как-то пока места вот все нет. Вот такие дела. Ну, кстати, если говорить строго название На участке. пунктов, то Гуляевская площадка — это название деревни, а станция называется, остановочный пункт назывался Гуляево. Просто Гуляево. Да, ну и мы решили вписаться здесь. Почему бы и нет? Жрать хочется, кушать. Чайку. На самом деле мы это все это время мы ищем, как бы отметить нам прохождение Пижила. И ищем мы это уже
полтора часа ходьбы после этого Пижила. Мы уже пережили дождь, на самом деле. Мы пережили Пижил. Пережили Пижил, дождь. И, наверное, сейчас просто мы сядем. И как назло, в то время, когда мы сейчас вот поставим чаек, как назло, зараза, поедет поезд, наверное. Один раз там за все эти дни. А было бы, кстати, прикольно. Я хочу, чтобы так было. Но ты знаешь, это такой когнитивный диссонанс. С одной стороны, конечно, это прикольно. С другой стороны, вот это вот все надо будет быстро убрать, а это очень пожароопасно. То есть вот этот баллон, его же нельзя переворачивать, да чё да. Чё, в чем сделаем? Вот в этом или в той? Давай в этом. Окей. А до Гуляева мы не дошли примерно километр. По примерным подсчетам. А на самом деле фиг его знает, сколько мы не дошли. Впрочем, какая Мы разница? же не знаем, где Гуляева. Впереди его нет. Тем более сзади. Сзади тем более нет. Зато, кстати, что прикольно во всем этом нашем походе, я на видео это не говорил еще, что мы абсолютно точно знаем, что сзади поезда не будет. Мы точно знаем все, что было сзади, всю линию. Этот факт очень сильно торкает. А за поворотом совсем рядом с местом вписки показалась Гуляевская площадка. То место, к которому мы идем. С железной дороги у нас видно один единственный дом, здание. Пока неизвестно, жилое или нет. Сейчас мы приблизимся и посмотрим. Там даже есть, судя по всему, железнодорожный переезд. Гуляевская площадка. То есть тут 2 жилых дома и все остальные заброшены. Это остановочный пункт Гуляева. Вот сюда мы пришли в ходе нашей прогулки. Гуляем. Это вот, собственно, одна из деревень Гуляева, там 2 дома. Это вот еще какая-то деревня Гуляева. Их тут 4. Гуляева, Гуляевский дом отдыха, Гуляевское лесничество и Гуляевская железнодорожная площадка. Что есть что, мы не знаем. Но здесь вот сохранился остановочный пункт. Прям вокзал целый. И платформа. Это очень радует. Ну что скажете, Иван? Да, между прочим, интересный момент, что вокзал у остановочного пункта. На сегодняшний день даже, то есть на дворе 2016 год, редкость, большая редкость, чтобы у платформы было свое станционное здание. И даже Здесь у вы города видите- Менделеевска, который является остановочным пунктом Менделеевск, Да, нет вокзал не вокзала. работает. Но при этом продают билеты на дальние исследования. Вот, а мы находимся вообще в глуши. То есть здесь, ну вы сами все видели. То есть вообще ничего нет в принципе. Только 2 жилых дома, все остальные заброшены. Есть там еще что-то. Я сомневаюсь, что там кто-то живет. Вот, что я еще думаю. Поезда мы так и не дождались. То есть с Увы ничего не прошло. Понятно, что ничего не пойдет с Сюрека. Но мы же знаем, что не пойдет. Приятно осознавать, что мы знаем, Хоть что-то. да, причем что-то очень хорошо. Да. Значит, сейчас мы зафотодокументируем. Да, на самом деле, Гуляевские зафотодокументировали уже. Уже, Вот. да, ну там, может еще что-нибудь. Я бы, кстати, сфоткался. Сфотографируемся там, да, все дела. И, наверное, пойдем дальше, потому что время сейчас, скажу, сколько времени. Время деньги. Да, вот, пожалуйста. 8:26. Связи, кстати говоря, нет 18, уже 20. давно, причем очень давно. 16 сообщений. Гуляем. Гуляем в Гуляево. Он Пижил себя изжил, поэтому гуляем в Гуляево. В здании вокзала, как мы видим, на стенах Местный арт.
Да, арт-объект это у нас, между прочим. Вот кто-то из Пижила оформился здесь. Если бы я был художником, я бы выставку свою здесь устроил. Да, вот ребята из Как Может тут побывали. Еще один местный пижильский кадр. А мы говорим, Пижил себя изжил. Нет, вот они таланты. Ну, видишь, изжил. Ну нет, мы же говорим изжил населенный, это сам не населенный пункт, а изжил остановочный пункт. Итак, Тотальный пеший блок-тур продолжается. Мы идем из Гуляева в другое Гуляево, где будет находиться место, где предположительно когда-то и может до сих пор есть. существовал дом отдыха, да? Нет, остановочный пункт Инга. Ага, вот так. Ну, то есть он вряд ли до сих пор есть, потому что чему там останавливаться. Мгм. Вот. Поезда мы так и не встретили. И что-то такие места тут вокруг, что даже негде нам поставить палатку на ночлег. Мы хотели в 8 вечера уже это сделать. Но И уже, кстати говоря, 8 уже, вечера. в общем-то, через Почти. 30 секунд будет 8 вечера. И мы до сих пор даже Места не нашли. не видим перспектив. А я вижу, кстати. Вот видишь там, смотри в камеру. Видишь участочек? Может там? А вот посмотрим. Вот. И мы продолжаем движение. За сегодняшний день мы прошли ни много ни мало больше. 35 километров, даже чуть больше. Ну, то есть в общей сложности это больше, но по железной дороге 35 километров. Да. Потому что мы там туда-сюда лазили на всякие путепроводы за водой, в магазины. Работа по исследованию железной дороги — это крайне тяжелое бремя. Вот тетелев какой-то. Вы слышите, да? Вот так вот идешь по лесу, и в один момент хлоп, крик птичий. Сердце в пятки уходит. Ну смотри, кстати, порубленные деревья. Ну смотри, вот это вот все реально положили-то, этой гальке не 40 лет. Ну, до Инги мы дошли. Но это уже темно было. Вот. Ну, прямо собственно, на платформе, на том, что когда-то было платформой Инга, остановочным пунктом, мы уже собирались ставить палатку, но спорили, как это лучше сделать. Прямо около путей или подняться на холм. Вот. Но там что-то на холме какие-то непонятные, то ли люди, то ли какой-то, не знаю, Зверь. лось, то ли какой-то дровосек, то ли охотник, то ли просто дикие животные. Что-то они там шуршат. Мы что-то немножко подумали и решили Отойти в сторонку. и встали на другом краю остановочного пункта в 100 метрах от этого места. И очень вовремя мы вот расставили палатку, на улице дождь пошел сразу же. Мы не успели поесть, не успели, естественно, мы сфотографировать, да и, наверное, это невозможно, потому что темно. Ну вот залезли в палатку, сидим, записываем видео. Даже вот руки не помыть, сейчас буду пользоваться гелем. Просроченным. Для душа. Гель для душа. Сейчас душ вот принимаю, вот, да. Знакомый запах. Мандарин. Местное время 6 утра. Мы находимся в палатке. Очнулся только что. Ночью было довольно холодно. Градусов 15. Однако же я нифигово так замерз. Бывало и хуже, но не очень приятно на самом деле. Что скажет Дмитрий?
Что скажет Дмитрий? Я ничего не знаю. Раскладывать палатку нам пришлось в вечерних сумерках, когда солнце уже зашло за горизонт. Лес окутала непроглядная мгла, заморосил мелкий дождик, а нас атаковали кровопийцы-комары. Мать природа как бы намекала, что пора ложиться спать. Утром полянка, где мы заночевали, приобрела совершенно иные краски. Рассвет заставил птичек петь, а нас собираться. Черт, хотя бы ради этого стоит жить. Чтобы проснуться в озаренном солнцем лесу, выйти из палатки, вдохнуть свежий воздух и просто постоять в тени или под теплыми лучами той далекой раскаленной звезды. Мы продолжили вести походный видеодневник, когда дошли до Какможа. Ранним утром, как я уже сказал, было довольно холодно, и батарея на камере не слабо разрядилась. Осталось всего полчаса записи. Видеоаппаратуру я беспокоить не стал, однако фотографировал. Миновав мост через реку Инга, наш дуэт приблизился к одноименной деревне, где мы обнаружили безымянный остановочный пункт. Это одна из двух найденных нами необозначенных на картах платформ. Условно именуем ее 110-й километр. Погода сегодня отличная, переменная облачность и не жарко. Идем бодро. Добрались до села Какмож Вовожского района. Что мы здесь видим? Довольно-таки впечатляющих размеров лесопилка, даже больше, чем в Сюреке. Станция Какмож представляет из себя разъезд двухпутный. Станция Какмож представляет разъезд двухпутный, на котором вокзал сгорел Целиком и полностью. целиком и полностью. От него остались От него остались только как бы даже, так сказать, воспоминания лишь. Вот. Но мы нашли в Какможе кран с водой. Это большая радость вообще для туриста. Да, умылись, почистили зубы, сполоснули посуду. И двигаемся дальше. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — станция Вовож. Ну давай, ползи. Смотри, она с бантиком. Такое мимими. Ручная змея. Такая мимими. Змея с бантиком. Дорога местного значения Увавош-Ува. До Увы еще 25 километров, и мы наконец-то вышли из лесной зоны. Вот оттуда. И теперь пойдем параллельно трассе. Она от нас недалеко. Значит, железнодорожный переезд с действующей сигнализацией. Увидим. К нашему удивлению, на станции Вовож сохранился стрелочный перевод. А это у нас подъездной путь Вовожского ДУ. В поисках водокачки местные жители направили нас сюда, на огороженную колючей проволокой в 5 рядов точку. С двух сторон сюда есть проход. Сейчас посмотрим, что представляет из себя это здание. И почему оно так хорошо охраняется. Там, наверное, золото спрятано. Вот это вот здесь. Это, наверное, купальня какая-то. Что, Да, закрыто? Это не походит на водокачку. По крайней мере, я не понимаю, где как набрать воду. Но это определенно что-то значит, штанг. Да. Как им воспользоваться только? Вот тут есть одна единственная кнопочка. Раз, обесточили весь Вовож. Понял, да? Есть. Шайтан. Вот ты машина-то. Охренеть просто. Перегон, Какмож, Вовож, Ува. Короче, это мы там же находимся, никуда не делись. Так что и так понятно, что за перегон. Да. 92-й километр остался где-то позади. Что он из себя представлял, мы так и не поняли. Там вообще никаких следов нет. Сейчас идем
торфяницу. А сегодня-то только что произошло чудо. Мы остановились здесь на Привал? привал, так сказать, значит, воспользоваться влажными салфетками там и переложить вещи в рюкзаке. И я придумал, что нужно задобрить духов железной дороги. И этим духом мы оставили в жертву 2 носка. Один из них порван, поэтому я надел сменные. Это невероятно, но духи сжалились над нами, и через минуту послышался гудок. И прошел поезд только что грузовой. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция торфяница. Мы в данный момент находимся на последнем заключительном участке перегона Какмош-Ува, Торфяница-Ува. Здесь вы видите окраины поселка Рябово. Рябово, кстати, охренительный поселок оказался. Там есть, значит, Там есть все. парки, скверы, значит, старинная водонапорка, какие-то здания красивые. В магазинах принимают карточки, стоит банкомат. Очень такое приятное место. Мы снимаем вообще это видео, потому что уже что-то так влом вот даже встать и идти дальше. Очень влом. Я бы сейчас лег спать прямо тут. Но поезд, который сняли мы, предположительно сегодня же отправится обратно. Он будет так медленно идти, что я успею проснуться и отойти, и отползти тихонечко. Кожа болит. Итак, 2 часа 10 минут ночи. Мы находимся в Увинском районе. Собираем палатку, потому что собрались сваливать отсюда на пригородном поезде. Отправлением в 5 утра. Ну, не в 5, конечно, а в 4. 4:57. А вообще-то даже в 3:57. Ну, это Москвы. Я всегда местное время использую. Я всегда московская. И в этом наш конфликт взглядов наш. Да. Короче, ночью, Вчера вечером, для вчера начала, вечером, все, конечно, уже вы знаете, что мы снимали поезд. довольно успешно на первый взгляд. И потом он проехал обратно. И мы снимали его, ну точнее Ваня снимал его в ночь. И что примечательно, сразу хотелось бы отметить, составность поезда изменилась. То есть были другие вагоны и другое их количество. На Сюрик их ушло 10, обратно вернулось 5. И уже, кстати говоря, заполнены лесом. Не исключено, что Они вообще ходили не на Сюрек. да, ходить они могли только на Какмош в таком случае. Потому что туда-обратно получилось так, что он съездил за 3 часа. А еще маневры. Да, и с учетом ограничения скорости по линии 25 км в час. Колышки ты убрал сомнительно. сюда уже? Колышки, да, да.
Но это еще не самый трешак. Где-то в 11 вечера, по словам, ну как по словам, в общем-то я сам тоже это видел, слышал, а со стороны Увы здесь мимо нас проехал поезд. Причем, я так понимаю, этот же локомотив, скорее всего. И проехал он, говоря, не видели. но это не важно. И проехал с выключенными фарами. Это Yes. уже была ночь. Это уже было несколько стрёмно, и остановился не так уж и далеко от места нашей Да, прямо здесь остановился, то есть мы лежали в палатке и слушали его мотор, Да. слушали звуки ходящих людей. А я, кстати, не слышал вообще ни одного шороха. Ну, не звуки ходящих, звуки разговаривающих людей. Этого Всё, тоже. я сложил твою палатку. Да. И получается так, то, что мы напряглись очень даже. Кто знает, что нашло на местные бригады. Может, они могли приехать за нами. Хотели принять нас, скажем так. А может, и вовсе это никак не связано с нами. Но они ходили тут минут 5 или 10, и мы это время побаивались так. Притом, Если инцидент с лодкой в Кельмезе я как-то воспринимал играючи так, мне, в общем-то, в целом было как-то так пофиг. Но просто не скучно и классно. то здесь уже Но нифига здесь не было что-то прикольно. так откровенно не прикольно, да, что они приехали. Вот. И было бы, кстати, ладно наткнуться на них по ходу движения. Мы сейчас идем, а там стоит в темноте этот кран Ждет и нас. ждет нас, да. Ну что, мы это скажем, можно ли с вами до Увы? К сожалению или к счастью, на перегоне нас никто не ждал, за исключением второго безымянного остановочного пункта, который расположен на 80-м километре линии, у деревни Ува-Тукля. Мы это сделали. В 3:45 по местному времени пришли на станцию Ува. Здесь уже стоит наш поезд. И через час мы отправимся. Орехов вообще полная Совмещенный авто и железнодорожный вокзал. Наш поезд отправился из Увы и в данный момент прибывает на станцию Ува-2. Или Ува-2. Да, по-другому сказать. Типа там мы благополучно дошли, все дела. Деревня Подмой. Солнце восходит, всходит. Как правильно, кстати, восходит или всходит? Всходит. В поезде всего 1, 2, 3, 4, 5, 6 пассажиров. Ну и сам вагон, конечно, Которых доставил. один особо пьяный какой-то чувак, который всех достал уже. На самом деле просто разговорчивый, общительный. Экстраверт, наверное. Да. Этим и достал. А вот то, что я хотел увидеть. Подъездной путь от станции Подмой. И оказывается, да, и оказывается, тут есть вторая платформа. Вот к этому меня жизнь не готовила.